Всем здравствуйте! Приветствуем всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодняшний наш выпуск не совсем такой обычный, я бы сказала. Сегодня, 14 ноября, отмечают во всем мире День борьбы с диабетом. И сегодня в нашей программе, в эти ближайшие 25 минут, мы вам покажем и расскажем, как приготовить такой полноценный для полного дня рацион для ребенка с сахарным диабетом. И сегодня участники нашей программы, это я рада представить Маргарита Никифорова, детский врач-эндокринолог, которая расскажет нам про этот диагноз более подробно. Также у нас в качестве гостей мама Екатерина с сыном Ярославом. И шеф-повар ресторана Мусхая, многие его знают, это Семен Тарбахов, который, собственно, и будет нам показывать, рассказывать, как это приготовить. Поэтому присоединяйтесь к нашей программе, думаю, что будет полезно и интересно. Итак, Маргарита Егоровна, наверное, вопрос к вам, каким должно быть меню вот в данном случае, с диагнозом диабета? Здравствуйте. В сегодняшнем меню у нас будет овощной суп, где наименьшее количество углеводов или их совсем нет. На второе будет у нас чечевица с филе куриным, там тоже минимум углеводов. На десерт будет блинчики с яблоками, будем считать хлебные единицы или это количество углеводов. И у нас будет салат с баклажанами и с помидорами. Тоже там минимум углеводов. То есть каждое блюдо это минимум углеводов и сахара, я так понимаю, да? Ну, все равно углеводы во всех продуктах есть, но где-то больше, где-то меньше. Мы будем это сегодня говорить про это. Екатерина, расскажите про историю, с Ярославом. Это приобретенный диабет, когда это случилось, и что посодействовало, В этом заболевании мы совсем недавно, нам даже нету еще года. Это случилось в феврале. Дело в том, что не было никаких предпосылок, у нас нету с таким заболеванием вообще никого в семье, поэтому даже не думали, что такое может случиться, и не обратили на это внимание. Но дело дошло до того, что мы попали в реанимацию, и только тогда уже выяснилось что оказывается у нас сахарный диабет первого типа, и назад дороги нет. То есть это неизлечимое заболевание, это заболевание иммунной системы, аутоиммунная система, когда твоя иммунная система начинает разрушать поджелудочную железу, отторгая. И нету вырабатывания инсулина, как у нормального человека. Поэтому человек зависимый от этого лекарства всю жизнь. Так случилось у нас. И заболевание... Ладно бы это заболел взрослый человек, но когда начинает болеть ребенок, это намного тяжелее. Ты не знаешь, что с этим делать. И, конечно же, первое, кто нам помог, это Национальный центр медицины, куда мы попали, эндокринология, где нам поэтапно все объяснили, как с этим научиться жить, потому что без этого уже жить невозможно. Нам провели полную диагностику по здоровью, потому что сахар очень сильно влияет, высокие сахара и низкие сахара очень сильно влияют полностью на весь организм. То есть неокрепший организм ребенка – это в первую очередь слабые сосуды, это, как оказалось, у нас еще плюс переходный возраст, гормональные эти сбои пошли. Вообще не знали, что с этим делать, но спасибо большое нашим докторам, которые нас успокоили, нас ввели в курс всего этого дела, как с этим жить. И, конечно же, мы очень сильно прислушивались и очень сильно от них зависим. Нам рассчитали дозу, с которой мы будем жить. И хорошо что провели диагностику полностью. В первую очередь, конечно же, очень многое зависит от питания, от еды, которая нас окружает. То есть это
Она должна быть в первую очередь натуральной, то есть никаких там эмульгаторов, как это сейчас происходит, заходишь в магазин, очень много. Поэтому мы, конечно же, больше склоняемся к продукции местного производителя. Лучше пускай это будет кусочек сливочного масла натуральный, 30 грамм, нежели это будет какой-то совсем бескалорийный спред, который ни в коем случае, конечно же, детям нельзя, даже здоровым. Ну, Ярослав, я смотрю, очень активно сейчас занимается, да, готовкой. Вообще, ты сам часто готовишь дома? Ну да. Что любишь готовить? Ну, да, все, что попадется. Ну, готовить умею не все, но часто готовлю. Ну вот рацион твой все равно ведь так или иначе поменялся, да? Ну да. Ага, ну насколько ты вот это почувствовал, какой-то вот недостаток чего-то, или же все-таки можно заменить на вполне такую здоровую пищу, и ты особо не страдаешь, не поедая каких-то вредных тех же вещей, которые вот сегодня популярны среди подростков? Ну, с самого начала было очень тяжело без сладкого, конечно. Но, Ты любитель сладкоежка, да? но потом мы нашли магазин, где продаются продукты специально для диабетиков, и там есть и сладкое. И вот обычно это сладкое я и ем, без сахара, с заменителем. Ну и все хорошо. Да, все хорошо. Ага. Маргарита Егоровна, все-таки дети нынче чаще начинают заболевать сахарным диабетом? Ну, вообще, вот постпандемийный или пандемийный период резкий скачок произошел. Если у нас в республике, да, в данное время 250 детей и подростков болеют сахарным диабетом именно первого типа. Но есть сахарный диабет и первого, и второго. Второй тип, там инсулин не колется. А при первом типе это пожизненная терапия инсулина. Обязательная от 4 до 5 раз. И каждый раз надо синхронизировать введение инсулина и что съел, сколько углеводов. Мы это переводим в хлебные единицы, чтобы было удобно. И ребенок знает на один прием пищи, сколько хлебных единиц он будет принимать с уровнем сахара, инсулина и хлебных единиц. В общем, они все становятся математиками. И мамы, и дети, и врачи. У меня вот вопрос к Семену, да, к нашему повару. Вы часто готовите вот такую вот в таком направлении, скажем так, правильную еду, да? Вот впервые ли готовите что-то подобное для конкретно наших вот мальчика, да? Не, ну, я вообще готовил такие блюда, получается, да? Но мы, получается, вот я услышал слова, то, что после ковида случаев стало больше. Очищаются. И также общепит с этим сталкивается уже больше. Из-за этого бывают такие ситуации, что клиенты просят такие позиции, но мы всегда идем навстречу. Из-за этого... В меню уже вводите, ну, наверное, да? Не то, что вводим, да, ну, такие позиции как бы есть, но мы их не вводим в основное меню. Но при просьбе клиента мы идем навстречу, как я уже говорил, и мы уже производим и подаем такие блюда. Вот у нас сегодня получается такие блюда, как овощной суп. Так. Я немножко расскажу, что мы пассеровали немножко морковь, лук в очень малом количестве масла растительного. Можно сказать, что многие могут спросить, что можно ли использовать растительное масло вообще. Да. Но как мы можем сказать, что после приготовления жир всплывет, его можно будет собрать, так что ничего страшного. Затем у нас есть сегодня брокколи, они тоже присутствуют в нашем супе, а также картофель. Мы это нарезали все соломкой и уже поставили вариться. Минут через 20 мы можем уже добавить наши соцветия брокколи. Затем мы уже добавим немножко сливок. И параллельно я уже буду готовить нашу чечевицу, а также наш салат с баклажанами. Сейчас я буду приступать к салату с баклажанами. Самое главное в этом салате
именно сам баклажан. Мы берем его, берем вилку, берем соль. Потому что если перед тем, как это все не делать, баклажан, ему свойственно горчить. Мы его протыкаем вилкой. В домашних условиях все эти блюда можно приготовить. Если вы боитесь использовать духовку, можно немножко приспустить на сковородке. Сейчас я включу. И получается как? Мы тыкаем это все вилкой. Не бойтесь, можно даже чуть побольше. Можно сразу поперчить. И еще раз посолить. Вот, 5 минут полежит, мы на сковородочку немножко ее приспустим. Овощи у нас как бы подготовлены. Сейчас мы можем подготавливаться к супу. Я немножко, как сказать, покажу, что у нас в домашних условиях это все можно приготовить. У нас нужны соцветия. Мы отрываем вот корешки и оставляем именно А соцветия. это для чего делается? Ну, как сказать, мы уже сегодня обсудили вообще эти блюда. В рецептуре было написано убрать соцветия, именно использовать соцветия. Это вот именно в нашем случае, да? Да, именно в нашем случае. Ага. И параллельно Так. у нас вода подкипает, мы сейчас зальем сюда чечевицу. Чечевица как готовится? Мы ее доводим до кипения, минут 10-12, и она готова. Воду сливаем и оставляем. Очень такой простой гарнир. Готовится легче, чем рис. Екатерина, ну вы уже в курсе, вот как готовятся эти блюда? Да, мы уже научились. Все равно образ жизни поменялся с питанием. Поэтому сейчас мы, конечно же, стараемся больше предпочтения. Это фрукты, овощи. То есть они должны быть постоянно, каждый день в рационе. Да, у нас северные условия не позволяют каждый день авокадо, допустим, то же самое есть свежим. Это экзотическое. Да, поэтому мы больше склоняемся к сезонным овощам. Те же самые капуста, огурцы, помидоры. Наша тарелка, допустим, обеденная, она всегда у нас делится, 30% это должны быть клетчатка, это овощи какие-то. Потом это должен быть белок обязательно, то есть это мясо куриное или даже индейка, которые не жирные сорта мяса. Ну и, конечно же, это крупы. Гречка, иногда бывает это даже рис. И из углеводов, ну, предпочтение без хлеба все равно тоже никуда. Поэтому мы выбираем все равно бездрожжевые, либо дома сами выпекаем. Это мука крупного помола, она идет, ну, тоже уже такая, то, что можно диабетикам. Мы полностью отказались от белой муки и от сахара. Получается, вы и другие члены семейства тоже перешли? Да, вот еще как бы печально бы не звучало, но всегда есть плюс. Да. Конечно, болеет ребенок, но мы все в поддержку здорового Конечно. питания нам пришлось всем полностью отказаться. То есть у нас также есть бабушка, который старшее поколение, это вред холестерином. Ушел у нас сразу же, потому что все наши любимые, которые зимние блюда, даже, допустим, там строганины из жеребятины, конечно же, сейчас подаются по-другому у нас немножко, вот. Но я что еще хотела сказать? Детский сахарный диабет первого типа, это, конечно, всегда тяжелее, но когда еще и происходит подростковый период, мы первый раз, и подростки первый раз, и болеем первый раз, поэтому как вот вообще влияет подростковый возраст вот этот вот, когда гормональный сбой плюс сахарный диабет? С диагнозом, Да, как они вот, как вот этот диагноз, когда нехватка инсулина, вот что сделать мне с ребенком, чем его успокоить? Конфетой точно уже не получится, сами понимаете. Вопрос Маргарите Егоровне, да? Ну, подростковый период – это самый уязвимый возраст, поскольку гормональный всплеск идет. Как мы знаем, все гормоны поднимают сахар. Поэтому, если у ребенка 10 лет, например, потребность в инсулине будет меньше, в подростковом периоде он будет намного больше.
И мы поднимаем, врачи, дозу инсулина, но некоторые пациенты боятся этого. У нас такая большая доза будет, что ли. А потом, когда подростковый период проходит, все устаканивается, они опять доза снижается. Поэтому не надо бояться этого, когда поднимаем. Мы смотрим только на сахара. Мы боимся от высоких сахаров, мы не боимся от инсулина. А то наши иногда боятся много инсулина, а на сахар не смотрят. Мы боимся высоких сахаров же, да? Поэтому в подростковом периоде потребность организма будет, ну вот, если у ребенка без подросткового периода где-то 0,7, 1 единица на килограмм веса, у подростков 1,5-2 единицы на килограмм веса в сутки может быть достичь. Поэтому не надо бояться от инсулинов высоких. Продукты есть быстро повышающие сахар, или мы называем в народе это быстрыми углеводами, да? Есть, которые медленные поднимают сахар. Медленные углеводы, это мы должны кушать, это наш гарнир, да? Вот чечевица, крупы, все макароны, картошка, мы должны это кушать, просто считать, сколько мы должны, ну, не перебрать. Это дозированно. Да, без перебора. А от быстрых углеводов мы должны отказаться. Ну, я думаю, я считаю, сейчас даже это модно стало. Весь мир уже от быстрых углеводов отказывается, поэтому как-то вот полегчало, может быть, да. И очень приятно, что вся семья подсела на такую здоровую диету, можно сказать. Это здоровая диета на самом деле, да. И, конечно, при сахарном диабете мы рекомендуем темные сорта хлеба. Хлеб, ну, белый хлеб – это быстрый углевод, черный хлеб – это медленный углевод. Все равно он растущий организм, ребенок растет, поэтому все равно нужны вот в хлебе все витамины, жирорастворимые витамины. Где есть, в хлебе есть, да, например. Маргарита Егоровна, ну все мы сдаем анализы, да? Что вот, какая повышенность, скажем так, сахара должна нам стать первым звоночком, да, чтобы забеспокоиться, чтобы задуматься и начать как-то обследование? Анализы сдаются утром натощак, при этом даже зубы не чистим, водички не пьем, если мы на сахар сдаем. А то иногда после мытья зубов, от пасты же там тоже есть. Остается, да? Остается. И 6,1, 6,2 дает. Даже вот она может показать, да? Да. Поэтому, когда мы сдаем анализы, мы вообще должны натощак идти, ни грамма, ни капли воды. И показатели, ну, из венозной крови где-то 5,9, 6 и выше натощак, это уже надо обследоваться. А после приема пищи через 2 часа сахар может быть у любого здорового человека до 7,8 миллимоль на литр может подняться. Это норма. Это норма. А то мы поели чуть-чуть, пошли сахар сдали 7, и паника. Это норма. Я знаю, что есть вопрос у Ярослава, да, который очень волнует тебя. Да. Как мое эмоциональное состояние может влиять на сахар? То есть, к примеру, когда я на экзаменах волнуюсь, он у меня один раз повышался, а потом он, наоборот, несколько раз падал. Как это, типа, различить? Как понять, когда он упадет, а когда поднимется от стресса? Как это понимать, да? Ну, стресс, конечно, меняет уровень сахара, может в сторону повышения, так и в сторону снижения. Ну, в основном в сторону повышения бывает, даже есть стрессовый сахар, даже у здоровых людей есть такое понятие. Если вот Ярослав на экзамене долгое время не принимал еду, да, утром позавтракал, может, там во время обеда у вас экзамены продолжались, ты ничего не принимал. То есть пропустил обед. Пропустил прием пищи, у тебя инсулин активный все равно остался, и у тебя сахар упал. И ты еще нервничаешь, может, туда-сюда ходишь, да, вот когда люди нервничают, какие-то несознательные движения из-за этого. А сам ты можешь понять, у меня сахар упал или поднялся. Учили же мы вас, да? Типа при гипогликемии у нас какие симптомы? Это дрожь, да, по телу, резкая потливость, резкий голод, да, человек уже голодный, как волк. А когда высокий сахар, прямо он хочет пить и пить, жажда. Только по этим признакам и по уровню сахара. То есть эмоциональное состояние, оно никак не влияет? И поднять, и может снять. Влияет, однозначно влияет.
Хотели бы поговорить, наверное, все-таки полезности продуктов, опять же таки, наших северных. Красное мясо, которое мы так очень любим и ценим, в нашем случае это жеребятина. Есть ли какие-то предпочтения, больше, наверное, вареное, тушеное? Как оно будет полезнее, например, для людей, вот, которые ограничиваются поеданием мяса только вот белок? А, Как правильнее, да, Ну, приготовить? вообще, ну, у нас в республике диетическое мясо это свойственно оленины. Оленина. Так что, если вы не пробовали оленину до этого, то я вам советую, потому что в отварном виде, как мне тоже рассказывали люди, связанные с медициной, то, что оленина в отварном виде, как сказать, гипоаллергенно, бульон из нее хороший получается. Затем, ну, жеребятина отварная, это, так сказать, не лучший способ, потому что хоть она и продукт у нас получается хороший, но для нашего именно вопроса, я думаю, она не подойдет. Ну, это, наверное, также и мясо кроликов, какой-то Да. мелкой дичи, да? Ну, например, вместо курицы же говорят лучше индейку, она гипоаллергенная. Мгм, Вот в таком тоже случае. мгм. А вот, допустим, приготовление каких-то овощных гарниров, это лучше пусть они будут аль денте или запеченные, или Нет, вот ну, по- не паровые? запеченные. Сейчас вообще используется именно, например, метод бланшировки. Мгм, Это просто в кипящей воде немножко пробаланшировать. мгм. Ага. Или же, ну, если твердые сорта овощей, то, конечно, это просто отварные, или же на пару. А есть понятие гликемический индекс, да? Ага. Это скорость попадания углеводов с пищей в кровь. То есть гликемический индекс у одного и того же продукта в зависимости от метода приготовления разные. Например, жареная картошка, ну картошка фри, отварная картошка и картошка пюре. Вроде бы одна картошка, да? Угу. Самый меньший гликемический индекс где будет, Ярослав? Ну, не знаю, я... Картошка в мундире. Мундире. Угу. Он будет медленнее всасываться в кровь. А самое быстрое будет это в пюре, потому что оно уже готовое, еще с маслом, оно быстро тут же всасывается. Ну, наверное, в завершение нашего сегодняшнего мастер-класса хотели бы все-таки сказать то, что берегите свое здоровье. Обязательно физическая культура обязательно должна быть впереди, потому что даже вот сейчас дети, ну вот как мы, допустим, с высокими сахарами, нас всегда учили в эндокринологии, в отделении, то, что высокие сахара мы выгоняем физической нагрузкой. То есть это ходьба, это какой-то бег, это даже дома, допустим, в отдельной комнате. Пускай это будут безумные танцы, но это будет. Очень красивая подача, все блюда очень вкусные, пахнут тут обалденно, да? Что хочу сказать, вот, например, вот салат. Ага. Тут у нас кусочки помидоров, баклажан, Лука и петрушка. лук и петрушка. Тут вообще нет углеводов. Хоть ведрами кушайте, сахар не поднимется, можно сказать. Суп овощной. Тут тоже углеводов нету, ни быстрых, ни медленных нету. Тоже. Ярослав, пожалуйста. Мгм. Вот целую кастрюлю можешь. Да. Мгм. А вот ага. Второе блюдо. Курица. Курице что есть? Белок. В основном белок и немножко жира. Ну, углевод чуть-чуть есть. Если мы целую курицу сразу кушаем, тогда считаем. Если кусочек там нету. А это медленный углевод. Мы должны кушать, считать и кушать. Ну, примерно, у тебя сколько рацион на один прием пищи, сколько хае должно? Ну, в обед должно быть около 5. 5-4. Ага. 2 столовые ложки готовой каши или вот изделия, это 1 хлебная единица. Тут сколько может быть столовых ложек? Наложено. на блюде. 4-5, наверное, да? 5, ага. 5. Ага. Если 4, то 2,5 хлебных единицы. Вот 2,5 хлебных единицы, у него 5, да, и 2,5 как раз.
вес твой. А блинчик один или вот сразу 3 можно? Ну, блинчик, если большой, он 2 хлебные единицы мы считаем, если на белой муке. Мгм. А тут блинчики маленького размера, поэтому по одной, ну, тут 3 есть точно. 2,5, 5,5. Он подросток. У подростков, ну, хлебные единицы тоже у каждого ребенка зависит от возраста, от пола. Девочка, мальчик. У мальчиков больше будет. У спортсменов от занятий тоже. У спортсменов больше будет. И у подростков больше, растущий организм. 5,5 хлебных единиц вот на этом, на всем этом. Это полноценный обед Ярослава. Полноценный обед. Полноценный обед. Ага. Ярослав, с чего бы ты приступил к трапезе? С какого блюда? Салат, клетчатка. Ага. С баклажаны все-таки, да? Ну, обычно у нас без баклажанов салат. Мгм. Ну и твой вердикт? Я думал, баклажаны не вкуснее. Так-то вкусно. Мы сегодня, получается, просмотрели наши блюда, то, что мы обсудили до программы, и сказали, что есть перспективы, то, что можно легкой натуральной пищей заменять кое-какие вредные, которые, ну, грубо говоря, что съесть один маленький батончик шоколада или же полноценный обед, да? Полноценный блюд. Да. Из этого, ну, это интересная тема, ее нужно развивать и, как сказать, улучшать тоже рецепты, смотреть больше, узнавать больше. Ну, пока на этом все. Да, я поблагодарю всех участников нашей программы, да, задействованных. Спасибо, что согласились. Спасибо за то, что у нас есть возможность узнать, да, об этом диагнозе больше. Мы должны информировать друг друга, население. Давайте будем здоровы. Ярослав, спасибо тебе. Молодец такой большой. Я уверена, все у тебя впереди. Ждет только лучшее. Дерзай, и все получится. На этом наша программа подходит к концу. До встречи на телеканале Якутия 24.